Но у нас вторая экскурсия, которая посвящена визитам. Да? Первая была визиту великого князя Сергея Александровича, а сегодня про визит Кандинского, который был 9 годами ранее до него. Ну вот если, знаете, если опросить примерно, ну скажем, 100 сыктывкарцев, знают ли они великого князя Сергея Александровича? Много ли людей ответит? Ну, может, какой-нибудь такой знаток истории, да? Вот. А имя Кандинское, я думаю, ну, все образованные люди хотя бы слышали. Если уже не видели его картин, то хотя бы слышали, хотя бы знают, что такой художник гениальный, великий был. Основоположник абстракционизма, причем первый, так сказать, начавший там все. Вот. Но если, как вы помните из рассказа Игоря Валентиновича, кто был на прошлой экскурсии, Сергей Александрович вывалил на набережную весь Усть-Сысольск, и все кричали «Ура!», то Кандинского не встречал никто, «Ура!» не кричал никто, а о визите узнало потом всего несколько человек здесь. Вот. Но путь, который он проделал, по крайней мере до Усть-Сысольска, а он не только в Усть-Сысольск ехал, вот до Усть-Сысольска он совпадал с тем же маршрутом, что и проделал великий князь. Через 9 лет после него. Поэтому мы пойдем туда, где, так сказать, великий князь и Кандинский прибыли в то место, где они прибыли в наш город. Не стоило бы, наверное, проводить экскурсию, если бы, ну, просто, ну, приехал художник, да, так сказать, там, ну, побывал, уехал. Никаких картин он здесь не нарисовал, потому что он в то время еще не был художником, он был студентом юридического факультета. И был, кстати, неизвестен, так что понятно, что его никто не встречал. Тогда еще никому не был никакой мировой знаменитостью, все еще было впереди. Но этот, на самом деле, вот эта поездка по Зырянскому краю, как он назвал, она была судьбоносной. Судьбоносной не только для Кандинского, но я вам скажу, вот, возможно, не знаю, будет ли преувеличением, если я скажу, что на самом деле это было судьбоносно для мирового изобразительного искусства. И я постараюсь вам это доказать. И начну с того, что просто процитирую из его книги «Ступени». Он написал так. «Рембрандт в Петербургском Эрмитаже и эта поездка, вот он это имеет в виду, были самыми сильными впечатлениями студенческого времени, перевернувшими мое мировоззрение, оказавшие сильное влияние на мое творчество». То есть именно после этой поездки у него возникает идея стать художником. Причем не просто художником. Ладно бы он там восторгался пейзажем северным или еще что-то. Нет, он именно решает стать каким-то другим художником, не таким, не реалистом. Вот. Он еще не знал этого слова абстракционизм, этого еще не было, но уже какая-то мысль зародилась, что надо что-то, вот надо писать, но писать по-другому. Но сразу возникает первый вопрос. А чего вообще сюда его понесло? Вот студент юридического факультета. Как туристу ему здесь, вообще-то, честно говоря, в те годы было делать нечего. Не было никакой туристической инфраструктуры, Усть-Сысольск захудалый городишко, Зырянский край пока какой-то еще пока забытый богом. Ехать сюда очень долго, поезда сюда не ходили, самолеты, само собой, разумеется, еще не было. Добираться было много-много-много дней. Вот. И существует на этот счет несколько версий, но которые, на мой взгляд, друг другу не противоречат, а одна дополняет друг друга. Пегги Вайс, это американский исследователь творчества вообще биограф Кандинского, она считает, что он искал здесь свои финно-угорские корни. Дело в том, что вот наше представление, если фамилия человека кончается на «ский», то мы обычно думаем, что это либо поляк, либо еврей, на худой конец украинец. Так вот, я вам скажу, что Кандинский не был ни тем, ни другим, ни третьим. Его прабабушка была княжной тунгусской княжной Гантимуровой. То есть, понимаете, в нем текла тунгусская кровь, это от монгол и тюрок, понимаете. Это с одной стороны. Но с другой стороны, по отцу его предки были кандинскими князьями. То есть, видите, какая еще княжеская, да, так сказать. Кандинское княжество существовало возле реки Конди. Это такая довольно большой приток Иртыша. Он в Ханты-Мансийском национальном округе. И княжество состояло из Манси. Оно было где-то в 15-16 веках. На самом деле, это громкое слово, княжество, это где-то было их 700 человек примерно. Такое несколько племен мансийских объединились. И даже в 17 веке они пытались отстоять свою независимость, даже как-то хотели. Но как-то не громко, без всяких таких особых их, как-то быстро их прижали к ногтю, и они остались в Российской империи. Вот. Но сам Василий Кандинский родился в Москве, и поэтому ничего такого не знал.
Папа у него был, Василий, тоже Василий Кандинский, был коммерсант. Его интересовали совсем другие дела. Потом они переехали в Одессу, они много ездили по Европе. Он получил замечательное образование, он там и художественное, и музыкальное, и поступил в Московский юридический, то есть Московский университет на юридический факультет, решив стать правоведом. И там он подружился со своим типа сокурсником Николаем Харузиным. А вот этот Николай Харузин известен как основатель российской этнографии, хотя он тоже учился на юридическом факультете. Но в то время не было этнографических, а исторически, видимо, почему-то. Вот. И началось все с того, что он создал кружок этнографический, и своего друга Кандинского он втянул. А надо сказать, что Кандинский был в то время человек такой молодой, очень честолюбивый, амбициозный, самоуверенный. Вот. И, видимо, ему хотелось своего друга переплюнуть. Его друг занимался тем, что, значит, он серьезно занимался. Он ездил в Крым, изучал народы. Он ездил на Кольский полуостров, его интересовали лапари. Лапари, или еще сами себя называют саами, или еще лапланцы. Это, знаете, такой винно-угорский народ. У нас он живет в Мурманской области, на Кольском полуострове. А еще часть них большая живет в Лапландии, в Финляндии, на севере Финляндии. Вот. Ну и возможно, что... И к тому же надо сказать, что вот к этому времени начинает просыпаться интерес в России к этнографии. Потому что как-то до людей стало доходить, что Российская империя это вообще-то не только русские, там, грузины, татары, украинцы. Это вообще десятки разных народов. Больших, маленьких, но все со своей культурой, со своим языком, каким-то своим прошлым, какими-то своими древними верованиями. И, Кандинский, который вообще-то знал, что он сам... Его предки были из тех малых народов, видимо, его тоже этнография заинтересовала. А тут как раз вышла книга Георгия Лыткина, это знаменитый финно-угровед, это коми-поэт, знаете, вот его мемориальная доска висит, он написал книгу «Зырянский край» при епископе Перский «Зырянский язык». Вот. И, видимо, вот отсюда, может быть, возникло желание именно попробовать переплюнуть ее на зырянах. Причем он был настолько самоуверенный, Кандинский, что он потом, уже вернувшись, на эту книгу написал рецензию, где упрекнул Лыткина, что неправильно переводят некоторые зырянские слова. Представьте себе, значит, да? Человек коми по национальности, родился здесь, да? Профессиональный финно-угровед, можно сказать, профессиональный этнограф. И вдруг, так сказать, вот он, а тут какой-то студентик недельку побывал, и все, он знает намного лучше. Ну, вот такой был характер. А потом такая бурная кровь такая, знаете, жгучая, все это играло. И он так увлекся этой идеей побывать в Зырянском краю, он просто горел ею. Он писал Харузину в письмах, а Харузин был летом, это был в 1889 году, он писал, говорит, а мысли у меня бродят то в Крыму, где сам Харузин находился, то в Париже, то у зырян. То есть вот примерно на одном уровне Париж и зыряне. Знаете, кто читал рассказ Сергея Довлатова, есть такой, я уже не помню, как называется, там один американский шпион устроился работать в советскую химчистку в советские времена, и его за хорошую работу премировали поездкой на выбор, либо в Нью-Йорк, либо в Сыктывкар. И он, к удивлению всех, выбрал Сыктывкар. Его спросили, а почему не Нью-Йорк? Говорит, а что я там не видел? Ну, в общем, видимо, такая же мысль была, а что я в Париже не видел? Он в детстве уже бывал. А вот здесь он ничего не видел. Он потом напишет, я ехал сюда как на другую планету. Вот когда, не знаю, вот когда в советское время для нас другая планета была за границей, был железный занавес. А для него за границей это не другая планета, это все ему знакомо. Вот здесь другая планета, понимаете, вот это какой-то неведомый край. И он буквально дни считал до того времени, когда начнется поездка. Он написал такую тоже фразу через какое-то время Харузину: «Зырянить начну 20 мая». 20 мая зырянить ему не удалось. Он только 29 мая прибыл в Вологду на поезде. Ну, не знаю, по какой причине там задержался. И потом он очень-очень долго плыл на пароходе. Вот как Игорь Валентинович рассказывал, говорю, путь примерно был тот же, до Усть-Сысольска. Он, значит, там через Тотьму, через город Кадников, через по реке Сухоне, потом Вычегде, там через Великий Устюг, через Яринск, Суловичегодск, вот так вот. Он делал остановки, потому что ему тот край тоже был интересен. Вот, и отправился сюда. Он считал, что это научная экспедиция. Он хотел перевернуть, так сказать, внести огромный вклад в мировую этнографию и рассказать вот людям о народе зырян. Вот, скажу честно,
в этом плане ему ничего не удалось. Зато, говорю, вот в художественном плане я уже привел пример и расскажу более подробно. И вот он прибыл сюда. Игорь Валентинович говорит, что пристань была где-то посередке, да? Вот, значит, вот где-то здесь он остановился и вышел на берег. И направился он, может быть, не сразу, я не знаю, но один из первых объектов, который он посетил, была городская управа, земская управа. И как вы думаете, почему? Печать. А? Печать поставить? Зачем? В то время, кстати сказать, прописки, института прописки не было. Отмечаться ему тоже не нужно. Он не был политическим ссыльным. Он приехал как свободный человек по своей стране. Помощи попросить. Помощи просите. Но место вряд ли чиновники занимались такими вопросами, как трудоустройство, то есть не как вернее, как устройство на жилье людей, которые... Давайте мы туда, вот в то место, где находилась городская управа, она близко совсем, дойдем, и там я расскажу, почему он отправился именно туда.